имрӯз мавзӯи мо дар соҳаи медитсина. клиникҳои шахсӣ ва касалхонаҳои давлатӣ, касалҳои на ин ки Россия будагӣ дар ҳамшарои худ ма ҳаракат мекунем, ёрдам диҳем, табобат кунем. Всех лысых братьев, у кого борода не растет, радуем. Аз дидгоҳи медитсина оё зараровар ҳаст ё не? И сейчас наши клиники работают уже в Москве, в Питере, в Уфе, в Казани, и в Дубае, и в Узбекистане. И дай Бог откроемся, иншаллах, в Таджикистане. По вашему мнению, для здорового не вредно вот то, что они колет, потом берет и ставит вот это вот? Табобат кардани ҳамин оилаҳои бефарзанд мо ҳама шароитҳо муовиқ кардем. Бале, диде. Поэтому все хирурги полностью обучение, полностью учатся у нас в Москве сначала. Поэтому, значит, вы должны всю жизнь учиться, усовершенствовать, а по-другому никак. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, ҳамватанони меҳрубон ва тоҷикони дилсофу покқалби мо, боз ҳам қарор доред дар подкасти мо, дар барномаи гапи имрӯз, ки имрӯз дар меҳмониму дута аз бародарони муваффақ, бародарони беҳтарин ва хизматкарда, якеаш аз Тоҷикистони азиз, якеаш аз Туркменистон. ҳамин қадр нозики ин барнома, фарқияти ин аз дигар барномаҳои мо ҳамин аст ки иҷа сухани тарзи суҳбати мо ба урусиву ба забони русӣ дурустар шавад ва тоҷикӣ аралаш мешавад. бигем пешакӣ зарани бахшиш аз ҳар як кадомат. хуб, имрӯз мавзӯи мо дар соҳаи медитсина, яъне ки тиб мешавад. чӣ гуна мақсад зарари часпондани мӯи сар ва чӣ гуна ҷавонҳо худро аз бемориҳо нигаҳ бидоранд. ва он хотир яке аз бародарони меҳрубон профессор доктор Зиёратчӯ ва бародармон Кемал аз шаҳри Туркменистон ки қарор дорад корҳошон дар 5 давлат ҳастанд, қарор доранд иншоалло. Добро пожаловать, брат. подкаст хуш омадед акаҷон. хуб, мо бисмиллоҳ сар мекунем, ҳаракат кинем ки навора то охир бо диққат тамошо кунем. Уважение к вам. Будем вопрос задавать от нашего брата Зиёратчӯ, потому что он старший. Ака Зиёратчӯ, хуш омадед. Ассалому алайкум. бар ин барномаи гапи имрӯз мо ҳаракат дорем ки дар барномаҳомо шахсҳои муваффақ ва кордон, кордида ва таҷрубанока даъват кунем ки то чӣ кор кунанд, мардума аз суҳбату аз мақсад роҳнамоишон мардуми муҳоҷира хусусан дар шаҳри Россия буфаҳмонанд ки бар хатогиёву бемориҳо раҳ надиҳанд. ба ҳамон хотир мо аз шуморо даъват кардем акаҷон. хоҳиш мекунам баъди аз ин суолам метавонед ба мардум салом дода ва шумо кӣ ҳастед, аз куҷо ҳастед ва ба чӣ коро машғулед дар Россия худро шиносӣ. гарчанде ки чанд маротибаҳо дар балнисҳои шумо будам, хусусан ман тавсия ва реклама додам ба мардума. хуб, ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. ва якум ман ба бобоҷон муҳаммади ташаккури калон гуфтанӣ ҳастам ки маро барои ин барнома таклиф карданд. ман Қодиров Зиёратчӯ Абдуллоевич, мудири кафедраи урология эндоскопии университети дӯстии халқҳо ё ки РУДН мегӯянд, Российский университет дружбы народов. ман аз соли 1990 дар шаҳри Москва қарор дорам. аспирантура хондам, докторантура инҷо хондам, то мудири кафедраи урологӣ расидам. кафедраи мо як чандта база дорад, базаҳои давлатӣ. дута база дар балнисаҳои калони шаҳри Москва ҳастанд, балнисаи 13 баъд балнисаи марказии Роҳҳои Оҳан. як базаи калони мо дар шаҳри Жуковский дар касалхонаи марказӣ ҳаст. ба ғазари мо як дута клиникаҳои шахсӣ дорем. дар ин базаҳо, дар ин касалхонаҳо бояд қайд кард ки қариб мо як 25-30 мутахассисо аз Тоҷикистон дар ин 2 соли ахир, одамое ки духтурое ки ординатура хонданд, духтурое ки такмили ихтисос омада хонданд 1 моҳа то 3 моҳара. барои ҳамин ва ё таҷрибаҳои калон гирифтанд
касалҳои бақувват ҳастанд, тамоми таҷҳизоти ҳозиразамон, ҷарроҳиё аст. барои ҳамин ваё бисёри ваё аз ин бисёр хурсанданд ва таҷрибаҳои калон мегиранд. мо бо як борига ҷавоное ки институти соли университетҳои тоҷикистонро тамом мекунанд, мо метавонем оро таклиф кунем, биёед, мо шуморо ёрдам мекунем, ординатура мехонед, аспирантура мехонед, мо ҳамаи шароитҳо дар ин ҷо ҳастак. ба ғайр аз ин дар базаҳои кафедра мо касалҳои ҳархеларо табобат мекунем. ман умуман касабаи ман ин уролог аст, ба ғайр аз ин ман онкология заниматься мекунам, хирургам будам, ҳозирам ва ҷарроҳӣ мекунам. барои ҳамин мо мехоҳем дар ин клиникаҳои шахсӣ ва касалхонаҳои давлатӣ касалҳои на ин ки Россия будагӣ дар ҳамшаҳрои худмо ҳаракат мекунем, ёрдам диҳем, табобат кунем. доктор ҷон, каме ҳам бошад дар масъалаи бемориҳое ки амбулаторӣ ҳастанд, камеке дар ин масъала маълумотед? касалҳои амбулаторӣ касалҳое ҳастанд ки мисол гирем ба поликлиника ба марказҳои шахсӣ мебиянд. ино дар касалхона хоб намекунанд. ино омада ташхис мегзаранд, ино омадан баъзеш ягон протсидурҳо мегиранд, баъд дар мушоҳидаи духтур ҳастанд. яъне таҳти назорати духтур метавонад онҳоро ташхис карда табобат нависад, ё ки баъзе вақт мешавад ки дар ҳамун марказ омада табобат мегиранд. агар ки мисол касал камтар вазнитар бошад ё шароит бояд ки табобат дар кор бошад, бояд омада дар таҳти назорати духтур мисол бигирем табобат кунад. барое ки мисол бигирем касалҳое ҳастанд ки мо ин касалҳои простатит меган, касали ғадуди зери хишак, ин касали дар байни ҷавонон ҳад зиёд аст, умуман дар байни тоҷикҳои мо. барое ки бачаҳои ёш омада дар шароитҳои ногувор, дар шароитҳои вазмин кор мекунанд, бисёри ваё касалҳои простатит доранд. ҳозир агар барои мисол бигирем барои равшан кардан гап занам, мисол одамое ки Россияда зиндагӣ мекунанд, русо дигар миллатҳо, вақте ки меянд мо ташхис мекунем, узу мекунем, дар простатаи ваё аз 3 то 5% мо санг меоем. вақте тоҷикҳо мебиянд қариб 70-80% дар простаташ санг дорад. нисбати русо аз ин баландтар аст. баланд қариб 10-15 баробар. ин чиро нишон медиҳад? барое ки ваё ба ин аҳамият намедиҳанд. баъзе вақт мешавад ки простатит мегӯем камтар аломатош каманд. аломатҳои пинҳонӣ дорад. пинҳонӣ ҳам дорад. баъзе вақте аломатҳош ҳастанд, аҳамият намедиҳанд бачаҳош. баъзе вақте аломатҳо калонанд, лекин изо мекашанд. марди мо бисёраш изо мекашанд. ҳолат изо кашидан дар кор нест. ин ҳолат изо кашидан дар кор нест. баъзе вақт ки баъд бачаҳоро ғам метиҳад, вай маҷбур мешавад баъд ба духтур муроҷиат кунад. барои ҳамин ба ин аҳамияти калон додан кор, барое ки пристатни железа или ғадуди зери хешак мегӯянд. ин ба забони агар русӣ тоҷикида ин мегӯем дили дуюми мардҳо аст. второи сердце мужчин мегӯянд. барое ки унҷо баъзе гормонҳо ҳосил мешаванд, баъзе вайҳо ҳосил мешаванд ки ҳамон ови мардиро значит мехӯронанд, мепӯшонанд. унҷо вақте ки вай касал шуд, баъд оҳиста оҳиста баъд проблемаҳо зиёд мешаванд. мисол роҳҳои раи пешоб танг шудан мумкин, баъзе вақт мешавад ки аденома пайдо мешавад, вай калон мешавад, ғадуди зери аденомаш мегӯянд. баъзе вақт касалҳои рак мешаванд. ино баъд ососта ахир мешавад. баъд одам корҳои мардӣ суст мешавад, асаб хароб мешавад. аломатҳош бисёранд. барои ҳамин ина дар барвақттар сари вақт табобат карданда кор ки оянда баъд ғам натиҳад. бародари азиз, мо иншоалло ҳаракат мекунем як суол профессора тем, як суол бародарму Кемала брат, еще раз ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Поздоровить наших ребята. 99% моей аудитории таджики, ну, к большому сожалению, не все это понимают. После ассаламу алейкум потом я начинаю задавать вопросы. Я тогда на таджикском буду говорить. Да, пожалуйста. Чхайшимо, назмышимо, чокады, братья, да? Машаллах, да. Всем ассаламу алейкум.
занимаемся пересадкой волос, людей радуем, всех лысых братьев, у кого борода не растет, радуем. Вот Бабаджану тоже сделали пересадку, Да, мучился да. парень лысый, вот Хорошо, пересадили, и брат, уже 3-4 месяца и начинает выходить да, я волосы. вопрос первый. Вы откуда, кем работаете, Ага. когда начинали, у вас какие доказательства, документы для здоровья, вредный, не вредный. Я знаю, вот я сам сделал, алхамдулилля, у меня волос уже растет. Ребята, бародаро уже мухиман бурмадестай. Барой чиман ду духтра я джой кардам ки, یعنی که من حاجی میرزا را ماندم که از حسابی از دیدگاه اسلام حرام نیست در حالتی که از موی بدن انسان خودش گرفته در اینجا مونده شه. این یک نمودی کسل است. با هم خاطر پروفسور زیارتچی را گفتم حاضر ان شاء الله باش تو با صحبت میکنه که در از دیدگاه медицина آیا ضررآور هست یا نه. Хорошо, брат, вы откуда, кем работаете, потому что я много им говорю, люди, приходите, это туркмены, наши братья, говорят, мы едем на Турцию, другую, я говорю, с гарантией приходите, я даю вам гарантии, потому что я на себя попробовал и вам даю советы. Я Бердиев Кемал, родом из Туркмении, уже 13 лет живем в России, занимаемся пересадкой волос, у нас клиники по пересадке волос, я там являюсь пиар-директором и сооснователем этой клиники. Клинику открыли с нашим братом, пластическим хирургом Джемшид Сапаровым. И сейчас наши клиники работают уже в Москве, в Питере, в Уфе, в Казани, и в Дубае, и в Узбекистане. Да. И дай бог откроемся, иншаллах, в Таджикистане. Хорошо, брат, скажите, пожалуйста, то, что пересадка волос делаете, да? Это для здоровья не вредно. Много говорят, чтобы глаза закроются, пухли, что-то вот этого. Никакого вреда нету для организма, так как мы работаем только кожей, поднимаем кожу, оттуда берем графты специальным аппаратом, и где лысина, тоже кожу поднимаем, с помощью жидкости делается микролунки и туда пересаживается графты. Да. Хорошо, профессор, доктор, я вам на русский буду задавать вопрос. От медицины, то, что вот видите, да, они занимаются косметологией, да, вот и пересадка волос. По вашему мнению, для здоровья не вредно, вот то, что они колят, потом берет и ставит, вот это вот. Отвечайте на русском, можно даже говорить. Нет, я думаю, что, значит, никакого вреда нету. Вот, но любая процедура, даже, значит, внутримышечные инъекции, они могут давать какие-то, значит, побочные эффекты. Ну, человека вводит какой-то препарат, да, вот, дает реакцию. Такие вещи бывают. Но это нормальная ситуация. А так, каких серьезных осложнений нет. Побочных эффектов от этой пересадки нет. Понимаете? Поэтому, значит, я думаю, что можно кому-то, значит, надо это, может спокойно обращаться и сделать это, потому что на организм не влияет вообще. Если это помните, мне уже 3 года с вами уже почти работаю, как вот братья, да, я был лисий, Да. вот 2 месяца назад я пошел туда, они вначале не знали, кто я записывался, советовали другие братья, которые для меня работали, Бахридин Джалол и другие, которые умеют. Они работали, я их трогал волосы, я говорю, это твои, потому что я раньше их видел, чтобы они лисы, да, а потом потрогал, чтобы, да, действительно, они... Я пошел туда, записывался, потом через 10 дней я пошел и начинал поставить себя. Отсюда сняли, здесь поставили, потом, у меня 2 этапа было, второй этап и первый этап, еще второй тоже я поставил, просто вот их клиника, я скажу, вот номера выходит здесь, пожалуйста, посмотрите, звоните, Дубай, Узбекистан, Уфе, Казан, Санкт-Петербург и Москве. У них один номер, другого номера нет. Администратор один. Ну, как вы от какой города звоните и едете, брат. Ваша вот эта работа, от какие цены начинается? У нас... Какие гарантии еще плюс? Гарантия дается по договору, пожизненная гарантия, но человек должен соблюдать наше консультативное заключение. Это что такое? После операции сразу волосы не бывает, назначаются специальные таблетки, специальные витамины, и в месяц 1 раз надо делать плазмотерапию. В этом случае мы по договору даем пожизненная гарантия. Это насчет гарантии. Если человек соблюдает все то, что вы говорите, человек, да? Если все соблюдает, пожизненная гарантия дается.
Второй вопрос какой был? Второй вопрос вот то, что вы по поводу цены. Цены, Как цены понимают люди, какие цены вы берете? Потому Да. что я понял, от 70 до 140 будет. У нас цены во всех клиниках, в любом городе, цены начинаются от 70 тысяч рублей до 140 тысяч рублей. Это зависит от лысины. У кого какая стадия лысины, да? Если у человека там двухэтапная операция, как у нашего брата Бабаджана, тогда это будет по 140 тысяч рублей. Эту цену люди не сразу оплачивают, а разделяется на два. Например, 70 тысяч в первом этапе, через 2 месяца делаем второй этап, и в этом втором этапе тоже оплачивается еще половина. Сейчас для вот этих зрителей, кто нас смотрит, Да. от Бабаджана до Нового года идет бомбовая акция. Да. В любом городе 15% скидки Кто от говорит Бабаджана. Бабаджан, 88, да? Бабаджан 88, 15% скидки. Еще в Питере сейчас запустили с Бабаджан братом акцию. Именно до Нового года в Питере 20% скидки. Если вот в среднем стоит операция где-то 100 тысяч рублей, грубо говоря, от этого убирается 15-20 тысяч рублей. Это немало. Поэтому у кого проблема с лысиной или у кого-то уже не растет борода. Вы борода тоже делаете, да? Бороду тоже пересаживаем, так что смело. А бороду можете... откуда берете, вопрос-то? Тоже из донорской зоны. Донорская зона – это затылочная часть головы. Оттуда берете, да? Вот это волосы никогда не выпадают, поэтому говорится еще пожизненно. один вопрос. У любого даже лысого. Интересно, я тот день хотел задавать, просто только, извините, братья, только немного грубо звучит, да? Давай. Подмышки, говорит, берите, вот это, голос подмышки, вот отсюда брать, это... Они же говорят, не выпадает, они тоже. Это нельзя или как там? От подмышек, от груди, там везде у мужчин волос много, но они не предназначены, чтобы расти длинными быть. У них специально этот есть, какой-то рост, и больше этого они не растут. А для головы они не подходят. Поэтому мы стараемся в основном только взять графты из донорской зоны. Хорошо, еще один вопрос, потом задает брата. Я однажды одну брата забрал, к вам отвез, вы посмотрели и говорит, мы этого не сможем пересадить волос, потому что у него был какой-то болезнь. Такие моменты, как вот это понимаете, потому что некоторые звонят издалека, другой города, вы как это моменты понимаете, как их говорите? У нас, поэтому, братья, специальный номер есть, здесь они выйдет, WhatsApp номера, надо будет отправить, не имеет значения с какого города, надо отправить фото головы с 4 сторон, чтобы наши врачи и администраторы посмотрели. Бывает не только лысина, а у человека может быть очаговое выпадение. Эта пересадка ему не поможет, это другое направление, по-другому лечится. Поэтому обязательно надо фото отправить, тогда в этом случае вам скажут, вам можно ли сделать пересадку волос, сколько графтов надо вам пересадить и сколько это будет стоить. Там все открыто говорится, там никаких не бывает. Тебе сказали 50 тысяч рублей, например, да? И ты в клинику приехал, там тебе говорят, это 150 тысяч рублей. Такого не бывает. Если один раз в WhatsApp такую цену сказали со скидкой, когда приедете после операции, тоже никаких добавок нету, так что смело можете обращаться. Да, братья, потом не забудьте, чтобы эти братья были моменты, когда мы эфир делали, после эфира мошенники появились, чтобы от их имени брали больше деньги или хотели брать. Мы, альхамдулилля, узнали, сразу я звонил, но это момент тоже что делал? У нас тоже, да. Альхамдулилля, есть конкуренты, конкуренция очень много в России, поэтому многие клиники, которые занимаются пересадкой волос, когда с братом эфир делали, там свои номера оставляли, типа мы вот эта клиника, с людьми общались, там брату один человек обращался, что с нашей клиникой общался, они очень другие цены сказали. У нас один номер и один WhatsApp, поэтому все остальные WhatsApp это уже не наши клиники, поэтому пишите доверенному WhatsApp, правильно? Вот, хорошо, спасибо большое. Акай зурачо бахш бародарум акба тоҷики бо суҳбат мекунем. масъалаи профилактикаи ҷавонҳо ва пешгирии бемориҳо оиди ҷавонҳо чӣ гуфтанӣ ҳастед? вақте ҷавонҳо дар як сол чанд бор буранд профилактика бигзаранд, пешгирӣ кунанд барои худшон? умуман ҷавонҳое ки ягон шикоят доранд ва ё бояд ҳатман ба духтур муроҷиат кунанд, як бор ташхис кунанд. Як ё
بسیاری جوانایی که مثال از تاجیکستان به اینجا میبیان کار میکنن سفر میکنن اینجا بود هوای اینجا رژیم کوری خوراکا اینو تغییر میبینن برای همین اینو با ارگانیسم تاثیر میکنن هر خیل کسل شدن پیدا شدنش ممکنه یک بعدیم که اگر یگان کسلای سکریتی پنهانی میگن که وای هست باید پیدا شدنش ممکنه برای همین همون آدمو باید اقلا در سال یک بار اومده یک آنالیزهای عمومی برای ارگانیسم که مثال بگیریم همون آنالیزهایی که مثال جگر نشون میده و گرد نشون میده و خیچک نشون میده و دیگر ارگانو رو نشون میده همون رو گرسن در کار یک بعدیم اگر مثال بگیریم بعضی جوانایی هستن که مثال در خنیکیو کار میکنن و خیلی کتوم کسالوی پراستاتیت اینو باید پراستاتش ابسلیدات کنن بعضی جوانایی هستن که نالیو گفته اون نالیو ناپراو میروند بعضی کسالوی هستن که از وای زنوکو میگذارن وقتی خیلی میگن سلوچانی وای هم خوبگی تصادفی میگن گو بعد اینو به این اهمیت نمیتین بلیت گرفته بعد تاجیکستان میروند بعد بیچاره زنکو رو بوای میکنن ده همسراش میگذاره بعد او این میکروب‌ها خیلی میکروب‌ها هستن که وقتی همسراش حامله‌دار میشن و میکروب در کودک تاثیر میکنه ببینید جوانو برای همین اینو را با اینو را اهمیت دادن کار حاضر بعضی جوانای هستن که مثال بگیریم پیش از اون که رفته زن میگیرن کم در با عقلش دیگه اومده در مو تشخیص میکنن بله نگاه کنید برادران گفتنی بودم هر نفری که انسان هسته در دوام 12 ماه یک سالی چی حیات خودمو باید یک بار نه تنها در بالنسای اکا در تمام بالنسا از تشخیص بگذاری یعنی همین ماشین یک سال میگذره خداوایش میکنه کو بگذار جگر روده و ربچه خصوصا بچه‌ها یوش طرفی پلاوی ارگانتون چی میگن سنجیده برای پراورکا کنه که همین بیماری با همسرا نبره همسرا بعد حامله میشن در کودک میگذارن توگری حاجی دوغری بعد دیگر احمد دادن کار من بسیاری وقتی که بچه‌ها میبیان تشخیص میکنیم ما قریب یک 30-40% وایودا بیماری ها میبینیم کسالی ها میبینیم که وایو رو باید حتما توبت کنن کار نباشد رفته وای با او حولت زن میگیرد بعضی وقت‌ها بودن که مثال بگیریم بچه‌ها یوش روزی تو تعیین کردن ما پیش ما اومدن که ما 2 هفته یا ماه پس زن میگیریم وقتی ما تشخیص میگیریم میبینیم که تماما کور دیگه خیلی کوربیزی میگیم که تو پویات میده وزیر پخا قفو سلامتیش نکنه داری هست بعضی جوانای هستن که ما تشخیص میکنیم کسالو میوبیم کسالوی نمیشدگی توبت نمیکنن میرن زن میگیرن در تاریخ همین سالهای اخیر من 2 تا مثال بود که وای رفته زن گرفتن نه که وای کودک نیفتن با گشته اومدن پیشمن پیشگار کسر دادن اونجا نشد بعد سیرانو بعد شناسوش پیشمن آوردن نه که اینو 5 سال قریب 4-5 سال گم کردن یعنی 4-5 سال کودکتور فرزند نه دکتر ما دیدیم و یک درجه نه که میکروب بودن و معلوم بود که اما آدم کودک نمیو برای که وای چیش او بیماریش سست بود ایرو هم کسالو وای با توبه نه رفته زنگ گرفته است بله رفته ما با یک تجربه است 2 بار زنگ گرفته است 2 سال زندگی کردن حیاتی خچم سوخ حیاتی دختری مرد کم سوخ ایتاریش هم هست بعد در مو با آدمای بچه‌ها هستن که مثال میگیریم را کودک میان سر 2-3 سال پس زنی ناو میگیرن او زنا کمی پارتان میگیرن میپردن با سیمش میگیرن بعضی از شغلش میگیرن بعد هوش رو سرش میزنه که من چیکار کردم بعد که وقتی تشخیص میکنی که خدان عیب بچه مرد ایتاریش هم هستن برای دریز نه برای همین حتما پیش از زن گرفتن و توی کردن حتما باید تشخیص کنن عموما از طرف اورولوژی که یگان کسالی جدی نباشد که بعد آینده در اویلاش در فرزندش و تاثیر کننده این حتما بله دیگه من مراجعت میکنم به پدران و مادرانی که فرزندای 18 ساله تا 25 ساله یعنی طولم فرزنداتون زن ندادگی من از شما خواهش میکنم باز همین سپراف که دختر که برای شما رو در زکس قبول کنه یا توی اجازه داده شوه و ایلوبو پلیکلینیک بعضیاش میخری 99% نخره فرزنداتون التماس خواهش میکنم از چی در وطن است چی در روسیه است از تشخیص عمومی گذرونی ببینه آیا همو مقصد فرزند میو و نمیو شاید که همه از بعضش میو اما از حساب خنکی روسیه از حساب کار و باری وزمین روسیه همو حجایروهایی که باید فرزند تولد شوه چیکار کردین
ҳамаё хароб шудагиян, ҳамаёро илтимос табобат кине, баъд фарзандтона ба чико кине, тӯй кине, зан бите. Ҳамтараф ҳамчунин тарафи духтарам табобат кине фарзандотона. ҳаёти ҳамин ду ҷавоне ки мақсад мешаванд, ҳамаёро илтимос мекунам насӯзоне ҳаётшо. Баъд як камака гудак намеяд 3-4 сол ё ки бачаи духтар қар мекунад, духтари бача ҳаётшон ҷазир мешавад. Ба ҳамин хотир илтимос хоҳиш мекунам ҳамин чико кине, ҳамин чизора ҷиддӣ бинӣ. Хуб, саволи дигар ба шумо акаҷон ҳамин ки бисёртар ба шумо дар ҳамин Россия бачаҳои ёш муроҷиат мекунанд бар бемориҳои гуногун ё ки синни солрафтаҳо дар ҳамин мақсад балнесҳо ё ки клиникаҳои худ дорӣ? дар клиникаҳои шахсии мо, клиника шахсии мо умуман бисёр ҳамун оилаҳои муроҷиат мекунанд ки фарзанд намеён. Барои ки клиникаи мо умуман ҷараёни направлени кори мо ҳамун аст. Қариб ҳама шароитҳо ҳастанд. Не, уролог бисёр аст. Не, оид ба ҳамун палавои орган. Оид мо ҳам гинеколог, ҳам урология барои ташхис кардан, табобат кардани ҳамин оилаҳои бефарзанд мо ҳама шароитҳо муҳойя кардем. Бале, бале, дидем. Ино бисёранд. Дигар баъд касалҳои бачаҳои ёш меянд, касалҳои ҳамин простатит. Гуфтам ку ино бисёранд. На ба вуҷуди он ки мисол изо мекашанд нест, серано азоб шуметиянд, маҷбур шаванд муроҷиат карда биянд. Барои ҳамин мо воро табобат мекунем. Баъд дар ҳамин мобайни гап як гапа гуфтанӣ ҳастам ки бисёр вақт мешавад ки одамони ёш, ҷавонон мебиянд пеши мо вақти моро ташхис мекунем барои фарзанд наёфтан. Баъд ман мепурсам ки оилаи шуморо ташхис карданд? Оила ё дар Россия, ё дар Тоҷикистон. Бисёрш баъд мегӯянд ки ҳо ташхис кардем, гинеколог гуфт ки 100%. Ягон чӣ надорад. Аммо вақте ки значит мардака иро бачара ташхис мекунем, мебинем ки ҳамин фарзанд меёбад. Фарзанд меёбад ба шарте ки оилаш 100% бошад. Камтар айб дорад. Проблемаш камтар ҳаст. Не ки ин проблема ӯ хел проблема калон нест ки оилаш не. Баъд ман вай мекунем ки справка биёред. Заключение гинеколога биёред. ё ки оилата орад аз ҷои мо обследовать. Мебинем ки ҳарчо гунаҳгоранд. ҳарчо айб доранд. ҳарчо табобат мекунем дигар. мувофиқи стандарти умумии ҷаҳонӣ вақте ки оила кӯдак намеёд, бояд ҳам мард ҳам зан ҳарчо омада дар гинеколог дар уролог ташхис бизаранд. Ташхис дар специалисти нормалӣ, барои хеле ҳавоӣ намешавад. Мисол омади гинеколог дид, я узи кар, ягон анализ ҳавоӣ, ту нормалӣ. Не, вай ҳаматарафа ташхис кардан кор. Баъзе микробҳо, баъзе инфексионҳо, гормонҳо ҳастанд, уно бисёр аст. Вай бояд ҳаматарафа дидан ки дар кор ки ҳамун ҳақиқатан занак проблема надорад, мардака табобат кардан кор. Қариб 60% ҳарчо гунаҳгоранд. Баъди Абуалиб Сино дар вақташ навиштагӣ буд ки агар ба шарте ки значит мардак ҳолати мардиш, ои мардиш сустар бошад, занак 100% бошад, вай фарзанд меёбад. Лекин агар ҳарчо камагӣ гуноҳ кӯдак наёфтанаш мумкин нест. Вай мардак ори қариб 10-11 аср пеш ина навиштагӣ буд. Ҳозир ҳамин китобҳои ҳозирзамон навиштагӣ. Барои ба ҳамин аҳамият додана кор. Бале, хуб. Брат, вопрос к вам. Вопрос такие, да? Мне много задают вопрос, потому что я именно в Москве реклама делал, да? Другие клиники, которые вы реклама делаете, Дубай, Узбекистан, еще вот Уфе, Казан, Питер, да? Эти специалисты, врачи, хирурги, которые там работают, они какие? Как можно доверять их? Люди говорят, много, вот мы видели, вот это, который в Москве, мы этого доверяем, да, хорошо работает, очень. Я забыл имя, как зовут этот врача? Доктор Назаров. Доктор Назаров, вот говорит хорошие. Остальные какие? Вот Питер, иншалла, я сам поеду, увижу, ну, вы по поводу этого, брата, говорите. Чтобы понимали, в Огузмед клинику попасть очень трудно. Да. Для этого что делается? В основном у нас только хирурги из Туркмении работают. Они приезжают все в Москву. Сначала есть обучение наше, обучение проходит. После этого они пробуют делать пересадку волос. Не каждый хирург это умеет делать, не у каждого хирурга получается вот это дело. Есть те хирурги, у которых все очень хорошо
получается. Им мы специально потом договор заключаем с этим хирургом, все обучаем, все идеально, потому что гарантия дает клинику Огузмед, Да. не этот хирург. Мы за это ответственны, понимаешь, брат? Да. Поэтому все хирурги сначала у нас обучаются, наш главный хирург, главный врач, доктор Сапаров, специально экзамен берет. Если он уверен уже в этом хирурге, он потом уже ставит этого хирурга в других городах. Поэтому все хирурги полностью обучение, полностью учатся у нас в Москве сначала, специальный курс проходит, потом в других клиниках ставится. Поэтому не имеет значения клиника в Казани или клиника в Уфе, клиника в Питере. Гарантия дает клиника Огузмед. Мы даем гарантию, мы за это ответственны. Поэтому в любом городе 100% гарантия по договору. Смело можно сделать, брат. Хорошо. Еще один вопрос, брат. Как вы начинали заниматься пересадкой волос на Россию? Основные какие нации к вам придут? Какие национальности умеют? Именно как я начинал, доктор Джемшид Сапаров до меня тоже делал операции, он в Питере работал. Я тогда жил в городе Воронеже. Мы с друзьями открыли кафе, там кальяна я работал, я блогерством занимался, я лысый был. И я тогда не женат был, очень хотел жениться, но я стеснялся на свадьбу выйти. Лысым, да? Да, лысым. Мне тогда только 24-25 лет был. Очень стыдно было на свадьбу выйти лысым, поэтому года 3-4 я не женился. Встречался вот с женой, но не женился. Потом в один момент познакомились с доктором Джемшид Сапаровым. Он сказал, давай тебе сделаем пересадку, решим твою проблему. До конца я не верил, что у меня будут волосы. Как я? Да, он сделал мне пересадку, прошло где-то 6-7 месяцев, я смотрю, у меня начинают волосы выходить. Прям вот, валлахи, честно скажу, прям настроение поднялся, да. Прям желание появилось теперь уже вот. Можно жениться. Жениться, там, на свадьбу выйти. Я позвонил Джемшиду, очень сказал, благодарен тебе, вот, помог мне, поэтому он тогда мне сказал, я вот открываю клинику в Москве, мне нужен там партнер, чтобы мне помог со стороны пиара, я блогерством занимался, уже понимал, как реклама делать. Я говорю, давай попробуем. И вот так приехали в Москву, первую клинику мы арендовали в метро Митино. Очень дорогая такая для начала помещение была. Работали там, если не ошибаюсь, месяца 3-4. Потом вот вариант вышел в метро Некрасовка, там под готовый бизнес клиника продавался. Вот это купили, вот первая своя клиника, вот, которая в Некрасовке. После этого, альхамдулилля, пошло дело, люди довольны, уже результаты начали показать другим своим друзьям. И вот вторую клинику открывали в Казани. Ну, для нас как? С детства уже в голове есть, в России 3 столицы есть. Москва, Санкт-Петербург, Казань. У нас тоже в голове это всегда было, вот поэтому первый вот в Москве открылись, второй в Казани открылись, потом открыли в Санкт-Петербурге, а потом уже дальше пошло в Узбекистане, так как это наша соседняя республика с Туркменией. В Дубае открылись там, потому что тоже очень много лысых арабов, которые в Турцию летят. Мы сказали, вот почему лететь в Турцию? Дубай прямо, да? Когда мы это делаем по оптимальной цене, даем пожизненную гарантию, идеально будет, результаты показываем. Несколько блогеров уже это сделали, несколько блогерам сделали пересадку, их аудиторию тоже увидел, их результаты. Потом вот подумали, давайте в Дубае тоже откроемся. Вот так, альхамдулилля, двигаемся. Следующий путь теперь в Таджикистан. Иншаллах, в Душанбе тоже должно быть клиника Огузмед. Хорошо, вы много говорили, но основной вопрос не ответили. Какие нации сейчас к вам больше идут? У нас разные народы. Если в процентах сказать, где-то 35-40% из Таджикистана наши братья,
с Туркмении, с Узбекистана где-то 20%, русскоязычные, имеется в виду с Беларуси, с России, где-то тоже 25-30%. И остальное вот с Дагестана, с Чечни, с Осетии к нам приезжают. Много наций, очень много. Все работают друг Да, друга, но говорит, после, в первую очередь, после Бахрадин Джалолова, потом уже вот после Бабаджона, таджикских братьев много стало. У многих, оказывается, этот есть болезнь. Это проблема, да? Проблема. Поэтому потихоньку помогаем, решаем их проблему. Иншаллах. Дорогие братья, вот у меня волос не был. Я был полностью лысый, если вы не помните, вот наши это ролики, которые были до этого. Сейчас у меня, алхамдулилlah, уже еще от 100%, 10% еще у меня волос есть. Ну, брат говорит, иншаллах, в течение 6 месяцев у тебя полностью будет красавчик, короче. Больше мне лысый не говорит. Да, многие думают, что с Бабаджоном мы договаривались там как-то рекламу делать. Я Бабаджана, если честно, вообще не знал раньше, что он блогер, я его влоги не смотрел. Он увидел у кого-то увидел, что... Брат умеет мне отправить. У кого-то увидел наш результат, он удивился, приехал к нам. Мы тогда не знакомы были, я даже не знал, что он блогер. Мы начали с ним общаться, я посмотрел, говорю, тебе 2 этапа надо сделать. Вот так тогда он сказал, я тоже блогерством занимаюсь, вот так помогу тебе, раскруткой аудитории своей покажу. Я говорю, давай. Вот так и начали с братом. Да. Меня уже радует его результат, так как очень многие спрашивают, где результат Бабаджана, уже начинают вот расти волосы у него. Чтобы вы понимали, после пересадки сразу вот так волосы не бывает. Делается пересадка, после пересадки месяц растут волосы, потом через месяц это волосы выпадают, шоковое выпадение называется. Да. После этого 3-4 месяца ничего не растет. Да. И после этого только начинается расти. Поэтому первые хорошие результаты через 7-8 месяцев видно, а так хорошая густота уже через год будет. Через год будет. Так что большое терпение, кто пересадку делает, большой сабр, а результат, иншаллах, 100% будет. Иншаллах, люди много задают вопрос, ты волос поставил, хочешь жениться? Нет. Не один женщина хватит. У мужчины должно быть один. Да, с Таджикистана много братьев к нам приезжают. Именно вот, чтобы 2-й раз жениться, кто-то хочет 3-й раз жениться, кому-то вот невесту не дали, типа сказали, ты лысый. Поэтому, по-моему, рекорд был там 63 года был нашему пациенту, и он, чтобы жениться 2-й или 3-й раз, сделал пересадку. Да. Иншаллах. Хорошо, брат, я вам на русский буду задавать вопрос. Как профессор, как вот это, понимаешь, медицина. Хирург, говорит, да? Он кто хирург? Это хирург. Что такое вот это хирург? А кто такой хирург? А что отличается хирург друг от друга? Вот это на русском можно говорить, пожалуйста, скажите, чтобы брат тоже понимал. Ну, хирург, если перевести на таком простом языке, это значит руками действовать. Да. Ну, хирургу, значит, можно сказать, что пациент или больные больше ненавидят, чем других специальностей. Понимаете? Почему? Потому что хирурги немножко они грубоваты. А если они не будут грубыми, это самые такими не смельчаками, значит, у них результата не будет. Вот, допустим, аппендицит. Если ты больному, значит, материшь, если не оперишь, он не выздоровеет. Правильно? А человек придет с болами в животе там, или там с другими болезнями, терапевт должен помягче разговаривать, чтобы ей легче стало. Вот. Но хирурги бывают разные, в зависимости от того, значит, по специальности есть. Хирурги бывают, которые, значит, занимаются органом брюшной полости. Хирурги, которые занимаются органом грудной клетки. Хирурги, которые занимаются головным мозгом и спиной, это нейрохирург называется. Есть урологи, хирурги, которые занимаются операцией на почке, мочевом пузыре, предстательной железе. Травматологи, которые занимаются суставами, значит, костями и все прочее. То есть они разные. Сосудистые хирурги, которые занимаются сосудами. То есть по специальности. Вот. Да, к чему этого я говорил, потому что если хирург был, я говорю, этого надо делать, это не моя специальность. Я говорю, ты же хирург. Ну, говорит, хирург разный бывает.
За это я забрал, Хирургия что- это общее понятие. А Да. хирургия имеет, значит, очень много ветвей и специальностей. Как Это- вот доктор, да, потом бывает доктор уролог, андеролог, там все разное. Не, раньше, значит, раньше вот один хирург мог делать операции почти на все органы. Да. Но часто все идет вперед, медицина развивается, наука, техника, новые технологии. Поэтому, значит, появились такие узкие специальности, чтобы более квалифицированные, специализированные заниматься этим делом. Поэтому вот так и сейчас еще могут появиться какие-то другие, значит, специалисты хирургические. Вот, допустим, последние годы появилась эндоваскулярная хирургия, которой не было. То есть, значит, стенты ставят без разреза, без ничего. Раньше такого же не было. Так, вот. Поэтому сейчас еще новое что-то Это появится. медицина еще растет. Ну да, как бы, Еще это все од- зависит от научно-технического развития. Еще вот один вопрос я скажу. Вот Абу Али ибн Сина это был доктор, философ, Философ, и да. хороший медик. Он был таджик, ну по национальности сейчас не будем о нации говорить, он был таджик. То вот сейчас эта медицина растет и растет, да? То, что они только что вы напомнили, да? То, что сколько растет, и еще доктора есть, как вы говорят, чтобы это все на книге Абу Али ибн Сина есть. Как понять, чтобы медицина идет вперед, но все уже впереди написана книга это Абу Али ибн Сина. Как это понять? Нет, ну, это совсем не так. Дело в том, что, значит, Абу Али ибн Сина, когда написал свои книжки, вот, канон врачебной науки, на протяжении почти где-то 7 веков, по-моему, да, значит, это была настольная книга всего, это все врачей всего мира. Потому что медицина тогда стояла на одном уровне. Он что делал? Он, значит, изучал, значит, все труды предков, там Гиппократа, там Гален и все прочее, и обобщил все это и написал свои мысли, свои видения, значит, медицины. И на основании вот этих, значит, книг люди, значит, вот изучали медицину даже в Америке, там, из Азии, там, в Европе, все, потому что ничего не было. Вот, но другое дело, что, значит, он еще даже могу сказать, что он что написал-то? Написал, что, значит, многие болезни вызываются какие-то, значит, ну, он микроб тогда, какие-то веществами или там животными, которые паразиты, что мы их глазами не видим. И через 800 лет есть такой французский Луи Пастер называется, изобретает микроскоп и видит этих микробов. Вот, пожалуйста. Он впервые написал, значит, по поводу вот этой всякой изоляции больных при инфекционных карантине, которые сейчас весь мир их использует. Он впервые описал, значит, 6 вот это глаза, двигатели мышц, это глаза, которые сейчас во всех книгах анатомии есть. То есть у него заслуга большая. А почему сейчас, значит, люди немножко по-другому стали смотреть на медицину? Потому что появились микроскопы, лабораторные анализы разные, рентген появился, компьютер, МРТ. Это все немножко изменило взгляд врача, да, на больных. В многих странах мира, допустим, есть больной пришел, особо жалобы не смотрят на него. Все анализы, компьютер, МРТ, УЗИ, заключение готово и делать операцию. Понимаете, это раньше такого не было. Он на основании, значит, осмотра, на основании, значит, пульса, осмотра пульса, кожи, все прочее, поставил диагноз, лечил. А сейчас немножко другая медицина, но основа-то остается, основа никуда не денется. За это я Поэтому у говорю. него заслуга очень большая, и вот сейчас, недавно, это самый был в этом году круглый стол, вот, в честь его юбилея, тысячелетия. Там выступали многие видные ученые, из российских, из Пакистана были, из Ирана были, из наших были. И все это, ну, это была такая, скажем, международная конференция о заслугах Авиценны вот медицины. Там их колоссальные. Я лично, значит, ну не все книжки прочитал, но 2 книжки там прочитал. Они вот такие большие, они в библиотеках находятся в Душанбе. Я вот по вечерам приходил, давали, но выносить нельзя было. Там читаешь и все. Там очень, очень написано по-простому. И вот сейчас, когда я начал изучать это самое, многие болезни это, во время обучения в мединституте, а многие болезни там описаны. Они там просто написаны.
Допустим, вот скажем, сейчас говорят, что значит причины гастрита, может быть тогда механические, там грубая пища, все прочее, да? Они там написаны в этой книжке. Они там написаны, понимаете? Что вот острая пища такая, все прочее, они могут вызвать гастрит, язву, все. Они там написаны, они все взяли и перекочевали на наши преподаватели, которые мы... И все, там очень много там. За это я говорю, чтобы он, то, что болезнь, которую вы говорите, вот сейчас говорит, медицина растет, вот это появилось, но некоторые врачи говорят, ученые говорят, что это на книге есть. Он Душанбе говорит, там есть уже. Понимаете? Да, это, да, там есть просто вот компьютеры. Да, сколько дальновидный будет этот человек. Лабораторное, вот это исследование МРТ, вот то, что сейчас УЗИ, их тогда не было. Вот он поставил диагноз на основании осмотра, пальпации, смотрел на пульс, на кожу смотрел, очень много там разных вариантов использовал. И по натуре человек определял, вот, чем болеет и чем лечит. То есть по-другому. А сейчас этим никто не занимается, это потому что это муторная работа. Кто этим занимается? Пришел больной, посмотрел, иди сдавай анализ, иди сделай УЗИ, иди делай компьютер, диагноз, все это сами на руках, допиши, все. Это другая история сейчас. Акаджон, сауали я ба забони тоҷикӣ метиҳем, кадом намуди анализҳоро дар ҳамин балнисаи шумо ки ҳозир қарор дорада метро кателни ки ҳозир калонтарин кушодаги шумои ай тамоми ҷарроҳиёро дар онҷа мекунӣ балнисҳоро мақсад одамои беморро мехобонӣ бисёртар кадом намуди анализҳоро дар шумо месупоранд? мо ва шартнома дорем ба дута лабораторияи калон қариб ҳамаи анализҳое ки қариб 8-10 ҳазор намуди анализ месупоранд. Ба тамоми соҳаи тип чизе ки дар кора ба мегирем. Дар шумо мегирам. Хуб балнисае ки нав кушода акаҷон, кадом намуд беморҳоро шуморо мехобонӣ, кадом намуд беморҳоро шумо ҷарроҳӣ мекунӣ ва кадомҳоро мақсад намехобонӣ? Не, мисол беморҳое ҳастанд ки мебиянд мо ҷарроҳӣ мекунем, ҳамон рӯз хиста мераванд. Мисол грижа бошад, варикоцели бошад, ё ягон дуст ҳалол кунӣ мекунад. Инора бенаркоза мекунем, баъзе касалҳое ҳастанд ки мисол ҷарроҳии наркоз хатм мешавад, оро як рӯз дуруст хуб карданд. Яъне барои иҷи шумо дар ҳамин беморхонаи шумо ҷо ҳаст? Да, ин умуман дар мо касалҳои бисёртар касалҳои значит урология, гинекология, баъд касалҳои хирургия, камтарак вазминоша, сабуктаракҳои средне. Мода ҳозир бо яктар лори бахва дар кор, барои ҳама шароит ҳастанд, неки мутахассис нест. хуб ҳозир мақсад бародаро ҳамин рақамҳои дар рӯи экран мебинед, рақамҳои профессор яъне беморхонашонанд. метавонед ба дили пур аз соати 8 ё 9 сар то 6 ё 5 бегая занг бизанед. хоҳиш мекунам кадмед ки имконияти дар ҳолате ки бемор ҳастед, бекор ғам натед, ҷавонои азиз, кадом намуд табибон дар беморхонаи шумо ҳозир вуҷуд дорад ва кадом саволҳоро бибин ба диққат акаҷон, кадом намуд табибон вуҷуд доранд ва кадомҳоиш норасо ҳастанд ва шахсҳое ҳастанд ки аз Тоҷикистон даъватшон кунӣ биёй ба кор мегиришон? мо да ҳозир уролог дорем, уролог дута дорем, хирург ҳаст, онколог дорем, терапевти бақувват дорем, гинеколог дорем. Ин мутахассисҳое ки вуҷуд доранд ҳар рӯза. Асосиян. мо да духтури чашм дар кор, мо да духтури лор дар кор, косметолог дорем, пластический хирургам дорем, мо да баъд духтури пӯст дар кор. Сета вакансия мо ҳозир холӣ аст. мо метавонем чора гирем. баъд мо да ягон ҳамшираи шафқат дар кор ки хуб ана ҳамшираи шафқат гуфти аз савол ба миён меояд. ман якум савол ҳамин аст. ҷавонҳое ки меоянд дар Россия, шаҳрвандии Россия доранд, аммо барои ин дар балнисоҳо кор кардан бо чӣ хеле дипломе туғри кардан дар кӯбда ё сертификате ҳамин чизҳоро шумо таъмин карда метавонед ё наметавонед ки ҷавонҳо то баранд дар беморхонаҳое ки тоҷикҳо кушода истодаанд тамоми Россия кор кунанд? Не, ин камтар дига хеле. Агар мисол диплом вақте ки агар мутахассисои Тоҷикистон дар инҷа кор кардани бошанд, ино бояд ки ҳамун диплома ба воситаи ва системаи чия электронӣ мефиристанд департаменти тандурустии шаҳр ва ё мутобиқ нострификатсия мегӯянд, мутобиқш мекунанд. вақте ки вай мутобиқ карданд, баъд мувофиқи ба ҳамун мутахассис ягон курс мегзара, имтиҳон месупорад.
имтиҳон меспорад, яке имтиҳонҳо моҳи худшо вай десеҷон централизован. Уна вара меспорад, баъд вай метавонад спокойно. Ҳозир аккредитация гузаште тамом. Мисол шаҳрвандҳои мо ки мисол мебиёнд ординатура мехонанд 2 сол дар моҳ. ва ё аккредитация мезананд мисол ба урология ё хирургия. Ва ё метавонанд спокойно дар Россия кор кунанд. Барои аккредитация ҳаст сертификат российский. Метавонанд дар любой шаҳри Россия кор кунанд. хуб ман гуфтани ҳастам бародари азиз бар ҳамин ҷавонои худмо ки духтурои болаёқат ва хуб ҳар нафаре ки духтур ҳастӣ медсестра яъне ки ҳамшираи шавқат бародари шавқат ва врачҳое ҳастӣ ки ҳуҷҷатҳои хуб дорӣ ҳуҷҷатҳо ва опити хуб дорӣ метавонӣ ба ҳамин рақамҳои рӯи экран ба ҳамин балниса ё ки адресе ки гуфтагӣ ҳастем балнисаи профессор Зоираччо биёӣ шуморо дида мебаранд ҳуҷҷатотон дар ҳақиқатан табиби хуб боша иншоалло шуморо ба ҷои кор таъмин мекунанд аз корҳои сиёҳ бародаре ки дар кори сиёҳ яъне ки стройка уборчик ҳамё кор кардисоди сахту нараса кадмед ҳастем бечора врачай мерая мебини уборка стройка кор кардистем биёӣ ба ҳаму чӣ мегӯянд специалисти худат кор бикун дар ҷои акаи Зоираччо. Хуб брат я задаю вам вопрос еще к вам придем потихонечку. Смотри, брат, люди, которые к вам придут, да, сделают волос. Не дай Аллах, чтобы они какой-нибудь еще болезнь появится, да, на голову. Тех волосов, которые вы дали гарантии под жизнь, они выпадают обратно. На это время что вы будете делать? Вы еще как их помогаете бесплатно или еще платно? Вот это отвечайте, пожалуйста. Пересаженные волосы, брат, не выпадают. Они по природе не выпадают. Но бывает, что такие случаи, человеку сделали пересадку, прошло, скажем, год, когда пересадку сделали, свои волосы тоже бывает, поэтому где свои волосы, хорошая густота имеется, туда волосы не пересаживаются. Бывает, что через год, через 2, через 3 свои волосы выпали, а пересаженные остались. Yeah. И человек может в этих случаях еще один этап сделать, чтобы погустее сделать волосы, где вот лысина появился новый. В любой момент может еще второй этап сделать. А так пересаженные волосы по природе они не выпадают. Они до конца жизни с вами. А вот это, которые например, сейчас я поставил, у меня были тоже свои чуть-чуть, да? Они выпали. Здесь стало листья, да? Я второй этап приду или третий этап получается, у меня прихожу. Сколько я буду платить? Вот это как это момент посмотреть? Тот, кто сделал уже 2 этапа у нас, скажем, большая лысина была, может быть, где-то чуть-чуть свои волосы были, и это выпало. Это, получается, повторно делает человек. В этом случае полноценную цену не берем за эту операцию, а там просто за расходники он оплачивает. Получается, весомая часть бесплатно получается, только за расходника оплачивает. Таких очень мало бывает, потому что врачи уже знают, человеку сколько этапов надо сделать, сколько графтов надо пересадить. Но иногда бывают такие случаи. В этих случаях там полную сумму не берем от этого человека, просто за расходника оплачивает и повторную делаем. Хорошо, брат. бародари азиз бибине ки ман ҳамин сари ман кал буд барномаҳои пеши мана касе тамошо карда буд бибине ман сарм полни мош мехтагӣ буд ширкати оғозмед ки мо рафтем мана лично хидмат худон диде ки ман дар прямой эфир ҳадда этапе кардам прямой эфир қади кардам бо чанд барнома я кардам муи сарам оли 80% 90% бумада иншалло меброя бади ширкат ба дили пур гарантиш худам бародаро метуне иншалло занг бизане кадмет муҳ надоре иншалло муҳ часпоне. Хуб ман савол шумо дар акаҷон духтурҳое ҳастанд ё ки мебахша хафа нашам муло нимча муло меган ва нимча духтур яъне духтурҳое ки маълумоти пурра надоранд духтурҳое ҳастанд камака хондагиян ҳайшу карян ай медицину ай мединституто ё ки медицина хонда мединститута хондай практикаи корӣ надора ай омада дар ҳамин муҳоҷират мардума фанди фиреб мекунад иҷа дар мекунад капел мемонад сумошро мегирад нем хеле нисбати ҳамин ҷавонҳои мардум фиреб чӣ гуфтани яка чӣ гуфтаниам значит вақте ки духтур ташхис ё табобат мекунад бемора умуман агар бигирем дар Россия ҳинҷа бояд ки аввал ҳамун конститутсияро бихонад ки ту диплом надорӣ правильно лицензия надорӣ чӣ хел ту мегирӣ касал табобат мекунӣ мисолҳое ки чанд каси қариб
وای کردن معیب کردن سود بازی رفته از چانس سود کردن بله. پیش کردن یا کم نیستن برای همین آدم باید با عقل خودش کار کنن مثال میگیریم حوزه ما در کلینیکای ما من даже میترسم کاپلنیسا برای که وای приказه بزرات کاپلنیسا باید در همون بالنسک نازنشان میکنه همونجا باید بگیره همون دکتر رو جواب بشه حوز من مثلا که یگون کس کاپلنیسا نازنشان میکنه رفته دادگار جو میگیره کو اگر یگون گپ شد جواب شما میتیم ولش خیلی این رفیق گفت کو وای کلینیکای ما جواب میتی این هم خیلی برای هم اگر وای ریسکوات میکنن یگون گپ شد کو اگر ارگان غلطن دوید یوریدیسکی جواب میتین دیگه لوجا دو و هم خودی برادر عزیز دکتر نیسته خواهش میکنم یعنی که دکتر بسیار است اما پرکتیک کاری ندارن نمیفهمن نازنچنی میکنن پیچت امضا ندارن بعضی مهاجرا حجت ندارن از این وابسته استفاده برده مثال میگیم سموشون میگیرن خیلی پول حلال کار کنی اما مردم فریبی نکنی تا چیکار نکنن بچه‌ها یعنی شما بر حیات انسان یک بار حیات دارم تا نه دکتر یک بار حیات داره در همین یک حیات همین شما ضرر نسونه یا اینوالید شمینی یا شلش منی یا یک حیات جگرش کسل میکنن چیزایی هستن که من با چی میخدم دیدم منم خودم فعل شدم دخترم یکی عقلم که نمیرسه نمیفهمم همون از نچینی برات میتونم با همه کار میکنم خیلی نمیکنم هوایی که او کل چیه ترکیبش چی است خیلی میترسی به همون خاطر خوب برنامه ما رو خیلی درستی در برنامه گپ امروز که ما قرار داریم در استودیوی برادرمو حصار مدیا رحمت کنه گذشتگان شد چقدر خدمت میکنه برادرو میتونه بدیل پر من هر دفعه رکلامش میکنم به خاطر اونی که مهنت میکنه بیای بدیل پر مونتاژ میکنه سیومکا میکنه همش خودش کامera از هر طرف موندگی و بخوای با ابلوشکا همش میسازه میتونه اما به پول نه اما حق خدمتش میگیره брат як что хочу сказать я на конца уже пришли наш брат профессор Зюрачев и Кемал брат рад знакомству да очень приятно почему я этого совместное дело чтобы люди понимали чтобы компания Огузмед не какой-то халам-палам какой-то чтобы заработать деньги потому что они дают поджизненность гарантия они с людьми работают не какое-то животное потому что это очень как говорится, не каждый берет на себя эту ответственность. Конечно. Договор все есть. Наш брат вот Зюрачо тоже работает, у них большая клиника, я их иногда рекламирую. Они не нуждаются, у них своя клиника, есть клиенты, пациенты, но потому что люди много не знают, наши братья-таджики или другие, чтобы вот такие клиники есть, где-то идут больше деньги, одних заберут. За это я стараюсь, чтобы реклама делать, что с гарантией приходите, у них есть место, они оперируют там человека, у них есть отдельная палата, они пациенты, бывает договор, есть еще гинеколог, который берет карту, заполняет, чтобы есть наши сестры, чтобы беременна, не знают, куда пойти. Все, они берут на себя, альхамдулилля. Один вопрос задам, брат. Да, говорите, брат. Это вот для вас... Сейчас по-любому нас этот молодежь Таджикистана смотрит. И большинство случаев там родители, да, говорят, ты станешь врачом. Ты должен стать хорошим врачом, чтобы, когда мы старые были, чтобы ты помог нам, да? Вот таким молодым людям, вот весомый, какой совет можете дать? Если они вот хотят уже стать врачами, ваш совет, вы уже столько лет уже работаете, опытный врач, и вот самый лучший совет для таких молодежей, какой совет можете дать? Ну, какой совет могу дать? Первый совет могу дать, чтобы, значит, они не стали врачами. Потому что стать врачом, нормальным врачом, очень трудно. Но если стать врачом для своих родителей, это тоже не очень хорошо. Врач, это значит, должен лечить всех. Независимо от пола, возраста, национальности, где бы ни был, понимаете? Но если человек хочет стать врачом или мечтает об этом, он должен знать, что молодой человек, что он должен трудиться днем и ночью, потому что он должен изучать очень много предметов, да, не только медицинских, и парамедицинских, да, тогда, значит, он может стать более-менее нормальным врачом, но он должен всю жизнь еще учиться.
и усовершенствовать. Иначе, врач потому что каждый день, вот я, допустим, мы даже урологи по своей урологии, мы не успеваем, то, что вот новые появляются, мы не успеваем их там осваивать и прочитать, понимаете? Потому что каждый день что-то новое, каждый день. Поэтому, значит, вы должны всю жизнь учиться усовершенствовать, а по-другому никак. Вот сейчас ко мне приходят люди, значит, кто-то их лечил, там по поводу, скажем, бесплодия, да, я смотрю, вот, я говорю, знаете, вот я профессор этим занимаюсь, я многие вещи не понимаю. Вот как это, вот так вас лечили, допустим, да? А вот, эти моменты есть, поэтому, значит, врач должен, значит, заниматься своим делом профессионально, для этого он должен очень сильно потрудиться. Вот, но если там у человека нет, значит, дар, у человека нет эрудиции, все прочее, конечно, от него хорошего врача ждать не приходится. Но хотя, с другой стороны, сейчас очень много специальностей, но может он выбрать какой-нибудь легкой специальности. Ну, сидит на УЗИ смотрит. Кто-то там на рентгене сидит, да, вот такие тоже есть. Поэтому это врачевание, это непростая ситуация. Нужно очень сильно потрудиться. Так что, кто хочет стать врачом, кто хочет стать хирургом, не имеет значения. Готовьтесь до конца жизни учиться к новому, учиться, да? Поэтому это очень сложная и очень ответственная профессия. Не каждый человек это может делать, поэтому... А как вы смотрите на это выражение? Есть врач от Бога же говорят. Как на это выражение смотрите? Выражение врача от Бога, это знаете, как называется? Ну, я так посмотрел по жизни. Это все зависит от того, насколько этот врач преподносит среди больных. Понимаете? Есть врачи, которые очень много делают, они в тени. А есть врачи, которые меньше делают, но у них большая реклама, они от Бога считаются. Понимаете? Вот если так в практике посмотреть, вот возьмешь 10 хирургов, да, 10. Из этих 10 хирургов двое нормально оперируют, а все остальные там или ничего не делают, или посредственно делают, или плохо делают. Но это жизнь. Этого никто отменит. Не может 10 хирургов одинаково оперировать. Так не бывает. Согласен. Да. Понимаете? Это так устроена жизнь. Это все зависит от того, человек сколько вложил во время своего обучения, учебы. И все. Но бывает ситуация, когда, значит, это жизнь, когда человеку там нет возможности или не дают ему развивать, эти вещи есть. А мы не можем отрицать. Но тем не менее, значит, это жизнь такая. Поэтому надо трудиться постоянно. Хороший вопрос, один брат еще задаю вам. Давай. Смотрите, вот только что сказали, вы тоже обучаете людей, потому что без конкурента тоже дела не идут. Да. Вопрос, если из Таджикистана хотят приходить к вам, к вашей компании Огузмед, чтобы научиться сделать пересадку волос, вы их учите или нет? Или это... У нас обучение есть, но заранее знаете, это дорого. Поэтому, если вы готовы это оплатить, никаких проблем нету, все секреты, все обучим, вас подготовим, но это очень дорого стоит. Дорого, да? Да. Можете приходить. Ну, то есть вы принимаете людей? И... Да, на обучение принимаем. Много людей не принимаем, если честно, да? Есть там у нас обучение специальное, чтобы сделать пересадку волос по методу ФУЕ. Обучаем, все идеально показываем на практике, как это делается, а остальное уже от врача зависит. Если он это сможет сделать, то он уже будет успешным человеком. Но это обучение дорого. Если хотите обучаться, пожалуйста, проблем нету, WhatsApp номер пишите. Машаллах. برادر عزیز، شرکت آغازماند من چند بار گفتم بهترین شرکت است. خدمت که میخواهی که یاد بگیری همین موی سر چسبانی از داخلی وطن از روسیه میتونی بیاین خدشون همکاری کنی یاد بگیری، اما قیمت است، نرخش قیمت است. Один вопрос. Только он задает вопросы, давайте ему тоже один вопрос зададим. Ты вот сделал пересадку волос, да? Да. И 3-4 месяца сейчас прошло, уже начинает выходить волосы. Да. Какие ощущения? Что-то меняется? Честно, по поводу волос, вначале у меня было сомнение. Что выйдет, не выйдет, да? Да, у меня была друга, который я видел в Лисе, он сейчас хорошо, у него умеет, вы знаете. Да. Вот я, честно, вначале было сомнение, я пошел на это.
было сначала боль, какой-то страх, все Рисковал, да? все через это прошел и сделал. Вот как Лангари бегает сейчас туда-сюда, говоришь, приходи делать, он не делает. Я говорю, вот сейчас я сделал, альхамдулилля. Многие же боятся делать пересадку волос. Я вот брату сказал до пересадки, ровно 3 минуты тебе неприятно будет, когда уколы делать. Ровно 3 минуты. Да. И я подошел к нему через 3 минуты и спросил, сейчас что-то чувствуешь? Что-то я сказал. Нет, все уже. 3 минуты прошло, обезболивание сделали. Видео по-любому видели его операция. Да. Наш брат Бабаджан спал, храпел. Так что... Да, я сейчас хорошо, ощущение хорошо, потому что я сейчас не унижаю людей, которые если нету волос, по разным причинам, да. Просто я так думаю, что с волосов еще хорошо. Я вот так скажу, из своего опыта, если вы лысый человек, не спрашивайте совет у волосатых, потому что они нас не поймут. Они скажут, ты и так красивый, тебе это не надо, и совет не спрашивайте у жены. Жены никогда не хотят, чтобы сделали пересадку, потому что они думают, сейчас муж мой сделает пересадку, у него волосы появятся, и он сразу захочет второй раз жениться. Вы слушайте себя, потому что хоть 50 лет, вот сказал же, человек 63 года, он приехал, сделал пересадку. Хоть человеку 50 лет, если у него вот это в душе есть, что он хочет сделать, восстановить свои волосы, он всегда это хочет. Просто надо взять, нам написать, бояться не надо, приехать и сделать. Это решаемо, это лечится, да? Правильно? Да. Вот на концовку здесь просто поставим мое фото, Да. лысого. И вот я здесь сижу С уже с волосами. Это не какой-то парик-марик, это просто, волос. да, просто оцените, сколько лет я моложе выгляжу. Хорошо. Иншаллах, к следующему выпуску Бабаджана фото тоже поставим, лысого и волосатого. Иншаллах, все хорошо будет. Хуб, акаджон, саволи охирон ба шумо. Чи фарқия дора духтурҳон ё врачони ватан Тоҷикистон ки кор карда истодаанд ва духтурони врачҳои ватан ки дар бурун аз ватан, яъне дар дохили Россия кор менанд, фаҳмоиши инҳо аз ваё чӣ фарқ дорад? Ҳамин чи аст ки баъзе одамо аз дохили ватан хеста меоянд дар иҷа дар духтурои тоҷик иҷа тавобат мекунанд. Ан меша бифаҳмон ака. این سوال کمتر سوال چی خیلی بگم سوال برای جواب دادن قیمتره. خب برای که دکترایی که در شرایط تاجیکستان کار میکنن میخونن کار میکنن ما یا کمتر شرایطش وزمینتره. از جهت مثال بگیریم ترقیات علم تکنیکه اکراسی دولت با قوته. برای همین اینجا تجربه این دکترها و ترقیاتش زیاد است برای اینا کمتر بالا میسن. اگر ما ایران خواهیم نخواهیم همین خیلی هست. حساب اپاراتوراشو. نیکی دوم دکتر هر یک دکتر خیلی وابستگی داره. وای چه خیلی در این اینستیتوت خون چی میخواد؟ تاجیکستان دکترای با سواد بسیارن. بله. دکترای با سوادی که مثال بگیریم حرکت کردن وای کردن آموختن بسیارن. مثال دکتری که باز داره بعض سهمی همون وای خون است وای علمی طب ناس آموختگی وای کسل هم میفهمه وای توبهش میکنن. بعضی باید یا سیگر فراموشن که داروهای مثال روسیه و داروهای تاجیکستان فرق دارن. فرقیت هست. مثال بگیریم اونجا تاجیکستان دارو کم میبرن میشه. دارو ما دیگر دولت ها میگیریم. خیلی؟ بله. دیگر دولت ها گرفتیم ما داروهای ممکن دیم درجه را بگیریم. اجازه میفهمی؟ ایران فهمیدش نمیشه. این هم هست. برای همین کن از جهت سواد ای دکتر خودش وابستگی دارد. از جهت ترقیات علم تکنیک این خیلی رسیه پیش داره. پیش داره به هم خاطر. یعنی که شما یک سوال دیگر هم جاش میگم شما را شما مسئله معاش نگاه نمیکنیم. معاش اینجا بلندتر است. مقصد توصیه شما یا سویت شما نسبت دکترانی که در وطن هستند آیا وطن گذاشته بیایند در اینجا کار کنن یا که در هم داخل وطن حرکت کنن بیستن در همونجا کار کنن وطن خودمون آباد کنن و چیکار کنن بیماری خودمون آباد کنن همچون پروفسور
همچون پروفسور نه مقصد نه تنها پروفسور کنم، همچون مقصد پروفسور کار دیده خود در نظر دارم که من از تجربه خودم گام میدم. وقتی که دورهمون مزمینی بود، من اینجا میخوندم آسپیرانتورا و دکترانتورا، من یک چند بار تکلیف کرده که اومده در شنبه کار کنم در کافدرا پروژه. بعد من گفتم که خیلی اونجا دکترا هستن، اینجا دکترا کمن، بله توجیه کمی پره. خیلی نورم میوردم کنم گروه توبت کنم، برام کنم من نمیرم. بله برای همین هم اونجا باید باشن هم اینجا نرم شه. یعنی که ایستن در وطن و وطن آباد کنن. همون اکای زیارتشو رحمت خدا میندار که وقت قیمت خدا دریغ نداشته. میدونم که یکی مثل پدر است. بسیار اکای زیارتشو برادرو هر وقتی که بالنیسش میوان خاراکتر ایه هر خیل پرنماد میکنن. این انسان مقصد من خود تعریف کنه یا که در روی انسان تعریف کنه دوست نمیدارم. یکی از بهترین انسان ها طلا انسان است که شخص های هستند که یا انگوش شمار موندگی در همین راسته. وطن کو پروفسورها بسیارن اینها رو، یعنی که این دوردانه ها را قدردانی کردن در کار. از گپ زیادی در بیای یک علم یگان چیز بو آموزه. من در همین طول 3 سالی که میشناسمش قطعه پیاله چای شدیم، نه تنها بلاگری مثل یک پدر حرمتش میکنیم و حرمت میکنن شخصایی که اکم خشرو میشناسن. او یا بار پیش اومده ایدوری ها کار ای مقصد هر روزه کار داره. وقتی تو میای اکای پروفسور میبینی حالت جراحیش ممکن حالت سنجشی همون بیماره و همه رمانده هوش گوش در شما مونده نمیتونه. ا وقتی قطعی شیشتی کار کربته او وقت بعد میفهمید چه خیلی انسانای رحمت خدا. باز هم خوش آمدی به برنامه گپ امروز ما. سلامت باشی. من میندار هستم. برادرو اکای زیارتشو بالنیسای الوهیده چسنی خچه داره که یک فخری ملتی تاجیک مسلمان است که در مترو کاتلنیکی بالنیسای کلون با دیری پر رقمش در پایین میبروین. زنگ بزنی و روی اوزی کنی، روی ببینی چی بیماری داره. اول که الله شفاتون بده ببینی و تمام نمودی ورچو و بیماری ها رو تبابت میکنن. خوب вот проходим на это брат, наш брат дорогой Кемал, иншаллах, он очень хороший. Я уверенно могу говорить, приходите, их клиника не имеет значения, что у них много сейчас в Дубае, Узбекистан, Россия есть, в Москве, Санкт-Петербург, Казань, Уфе. Можете приходить смело, у кого нету волос, вот как я, поставьте волос, иншаллах. Вот их номера тоже выходит, и звоните. Я стараюсь, мы с ними уже, иншаллах, работаем и буду работать, потому что я уже уверен, могу делать и говорить, чтобы, иншаллах, все хорошо. Брат, на своем примере, да, как да. говорится, да? Спасибо тебе, что вы ваше дорогое время брал. И тебе вы спасибо, не отказали, брат. приходите, иншаллах. Всегда, и будем пожалуйста. работать. Вы, иншаллах, на таджикском будете научиться потихоньку. Иншаллах, потихоньку начал же Да, учиться. иншаллах. Уже Спасибо вот вам здороваться, от души. как дела умеешь. Да, машаллах, машаллах. خوب برادر عزیز، هزار رحمت خدا برای دقتتون. وقت قیمتتون رو گرفتیم. رحمت که کدام تا آخری برنامه همراه ما بودی. رحمت برای دستگیری تو نوارا پنگ کنی بعد دیگران فرسته تو از همین هر یک برنامه ما اگر یک نفر اصلاح شوه عبرت گیره ما شکر میگیم. شما بوده امروز در بگیم کانال باباجان 88 در برنامه گپ امروز در پادکست ما در شرکت برادرمو حصار میدیا. رحمت خدا کجان شما را سلامت باشه. السلام علیکم و رحمت الله. تا برنامه‌های دیگر تماشا کنید برادران. ان شاء الله برنامه‌های نو و نو میبرن. خدا نگهدار. السلام علیکم.